Масштабные всероссийские соревнования и открытый региональный турнир по адаптивному спорту собрал в спортивном зале около 40 незрячих. К участникам с приветственным словом обратился председатель Федерации спорта слепых Ингушетии Мовсар Дугиев. Он пожелал им честной борьбы и ярких побед, отметив, что такие события – мощный стимул для развития паралимпийских дисциплин как на Кавказе, так и во всей стране. Эти соревнования – важное событие не только для участников, но и для всего спортивного сообщества региона. Оно подчеркивает силу духа, волю к совершенству и возможность преодолевать любые барьеры с помощью спорта. Для многих из вас это не только шанс показать свои навыки и достижения, но и возможность обрести новых друзей, получить заряд вдохновения и уверенности в своих возможностях. И вот первый свисток здесь играют не на глаз, а на слух. Траекторию мяча вычисляют по звенящим шарикам внутри. На одной из площадок в спортивном комплексе напряженная тишина, нарушаемая лишь звонким стуком мяча. Вместо сетки специальные направляющие, позволяющие игрокам чувствовать поле боя. Шоу-даун – уникальная дисциплина, настольный теннис для незрячих. Друг против друга сошлись Саният Акаева из Дагестана и Елена Спарилук из Карачаева-Черкесии. Матч прошел очень быстро. В 2 сетах с сухим счетом победу одержала Саният. Я вообще увлекаюсь, уже 5 лет играю. Здесь стараюсь играть, чтобы выиграть, конечно. Приезжаем, чтобы выиграть все. Поэтому посмотрим. А в это же время в соседнем зале спорткомплекса стартовал открытый региональный турнир по голболу. В нем принимают участие 6 команд из Ставрополя, Перми, Дагестана и Ингушетии. Наши спортсмены готовились к этим соревнованиям основательно. Последние месяца полтора очень сильно готовились ребята именно по голболу. Посмотрим, готовимся на победу, а так все в руках Всевышнего. Оба турнира собрали спортсменов из 11 субъектов России. Это регионы СКФО, Москва, Московская область, Пермь, Донбасс и другие. География впечатляет, а уровень организации оценили все участники. Очень приятно, что получили такое приглашение. Очень радужный прием, очень все прекрасно, все организация. Прекрасные люди вокруг, очень нравится. Оба этих вида спорта, настольный теннис и голбол, специально созданы для незрячих. Они развивают не только физическую форму, но и слух, ориентацию в пространстве, реакцию. Но главное, они дарят возможность социальной адаптации, новые знакомства и веру в себя. Ежегодно эти соревнования проводились, но особенность этих соревнований в том, что они имеют всероссийский статус. До этого у нас проходили окружные соревнования, и это для нас большая честь и большое достижение, что впервые здесь, не только в Ингушетии, но и в округе, проходят такие соревнования с таким всероссийским статусом. Оба турнира были организованы Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых и Федерации спорта слепых Ингушетии при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Спорт без преград. Всероссийский сет» и мяч, звенящий в тишине. Итог этих дней не просто медали и кубки, это десятки людей, которые доказали, что невозможное возможно, а спорт действительно стирает любые преграды. Адам Гулой, Билал Ахильгов, Магаз 24.